Батрак. У богача был работник. Однажды весной он в лесу рубил дрова. С восточной стороны прилетела кукушка и села на дерево. Вторая кукушка прилетела с южной стороны и подсела к первой. Подлетела к ним третья с западной стороны. Сели они рядышком и стали куковать. Да так куковали, что лес дрожал. Кукушка с восточной стороны куковала о том, что в далекой восточной стороне на горе высокой есть скала, а в ней пещера. А в пещере лежит кусок золота величиной с голову быка. Кто найдет его, тот будет жить богато. А кукушка с южной стороны пропела, что на дальней южной стороне живет бедняк, у которого тяжело больна жена. Болеет она от того, что под их юртой спрятан огромный черный жук. Если вытащить того жука и сжечь, то женщина поправится. Запела третья кукушка с западной стороны. Куковала она о том, что далеко в западной стороне раньше бежала речка, а теперь она от самого истока стала засыхать. Теперь там голо и пустынно. Без воды страдают люди и гибнет скот. Там, на холме, где река берет начало, был ключ-родник. Тот родник придавлен, как печень, черным камнем. Если убрать тот камень, то снова будет бить ключ. Наполнится река, напоит водой все живое. Прокуковав, кукушки улетели в разные стороны. Долго не мешкая, батрак скинул топор на плечи и пошел в сторону восточную. Шел и, наконец, дошел до скалы высокой. С трудом забрался на вершину, а там, в пещере, с бычью голову кусок золота блестит. Взял батрак то золото, пришел к развилке 3 дорог, закопал в землю и пошел на запад. Пришел он в те места, где река пересохла, травы пожухли, где земля побурела, где люди без воды страдали и скот погибал. Батрак заходит в первую юрту. Там жил старик со старухой. «Здравствуйте! Как жарко в вашем крае! Одолела меня жажда! Не найдется ли у вас воды попить?» «Что ты? Какая тут вода! От жажды сами погибаем!» «Дайте тогда мне 100 быков и 100 мужиков, 100 топоров и 100 лопат». Дали батраку все, что он просил. Пошел он на южный склон, а за ним все люди с топорами и лопатами. Нашел он большой, как печень, черный камень и приказал: «Откопайте камень». Стали откапывать. Кто лопатой, кто топором. Стащили быки камень с места. Тут же забурлила вода в роднике, побежала по сухому руслу, наполняя его до краев. Прибежали люди к реке, смеются и плачут от радости. Черпают воду кто чашкой, кто ведром, кадушками и бочками домой везут. А батрак пошел в сторону южную. Идет он по чужой земле, попросился на ночлег в один дом. Вечером хозяйка стала собираться куда-то. «Куда же вы так поздно идете?» – спросил батрак. «У знакомых наших жена болеет сильно, и днем и ночью возле нее сижу». «Я ведь лекарь. У меня в большом и указательном пальцах есть лекарство. Может, и я помогу больной?» Хозяйка дома пошла к знакомым и рассказала о чужестранце. Муж больной пригласил батрака. «Жена моя давно больна. Как ее не лечили, а излечить никто не может. Я ничего не пожалею, только поднимите ее на ноги». «Ну что же, попробую». На другое утро батрак проснулся рано. С выходом солнца был уже на ногах.
откопал он из-под юрты огромного жука и сжег его. Больная поправилась. Батрак отправился домой, а по пути забрал спрятанное золото. Долги свои отдал богачу, спал и стал жить спокойно. Начал строить хороший дом с большим двором. Богач удивился. «Как ты разбогател? Откуда у тебя такое богатство появилось?» «Однажды я спал на берегу под лодкой. Вдруг слышу, из воды выходят трое. Подошли они к лодке и рассказали, как можно разбогатеть. Вот так я и стал богатым». Богач загорелся желанием разбогатеть еще больше. Как стемнело, он пошел к реке и забрался под лодку. Ночью к тому месту пришли 3 разбойника, сели на лодку и стали разговаривать. «Золото, которое мы спрятали на скале, исчезло», — сказал один из них. А второй говорит: «Кто-то сжег жука, закопанного нами под юртой мужика». А третий: «Кто-то убрал камень, которым я придавил родник». Вдруг первый разбойник насторожился. А не подслушивает ли кто под лодкой наш разговор? Разбойники подняли лодку, а там лежит богач, который хотел разбогатеть еще больше. Разбойники избили богача и бросили в реку. Вот так бедняк разбогател, а жадный богач был наказан.